Такая ярмарка у нас проводится в первый раз именно по детской и молодежной литературе, ну, скорее по молодежной литературе, наверное, да. И мы очень благодарны всем участникам, да, это и книжным издательствам, нашим молодым писателям, да, всем гостям, всем нашим покупателям, что они вот пришли и поддержали нас. Отрадно, что оно совпало с проведением 8-х игр Дети Азии и в год детства. Чтение является одним из самых правильных выборов, которые может сделать родители. Организована великолепная возможность поиграть в настольные познавательные игры. 9 издательств продают 1000 книжек, поэтому это то, что должен сделать каждый родитель в интересах своего ребенка. Очень рад оказаться на этой книжной ярмарке, потому что вообще она как бы появилась, запустилась, и наша библиотека является соучредителями этой книжной ярмарки. И как я сегодня чуть ранее уже говорил, что действительно появление таких книжных ярмарок вот именно в регионах, таких крупных регионах, как Якутия, очень важны и необходимы. Моя книга «Солнце в селках» действительно написана на основе якутской мифологии, на основе, я бы не сказала, что на основе Аланхо, но все-таки как материал Аланхо брался. Это сподвигло меня познакомиться с вашей культурой и полюбить ее по-настоящему. Поэтому я безумно рада, что я здесь оказалась сегодня. Это такое важное мероприятие, которое позволит привлечь внимание к книжной индустрии, позволит познакомиться с новыми авторами не только в электронном формате, но и в привычном, удобном для всех формате книгопечатания. И сюда мы привезли как раз самые лучшие, самые новые книги. Мы очень хотим, чтобы они появились и в библиотеках Якутска. И, конечно же, ждем всех родителей с детьми на нашем стенде на «Книжный ветер», на фестиваль, потому что у нас и детективы, и смешные истории, и чего только нет для детей, для того, чтобы дети захотели читать и полюбили читать. Нахачуга ярмарка, книжный выставка года, нахачу атлылар, мы книга оголопар книга не постоянно ахтарабын. Мне очень понравилась эта ярмарка. Я там поиграла на настольные игры и посмотрела интересные книги. Национальные игры вот стали делать новые игры для детей. Понравились. Просто, конечно, мне как крикалов надо краткала такабалара интересные оголорга индакане, потому что бэби дойдут история, тенкенер билелер жанрын тагнан. И тут есть на целых 3 языках перевод. На 3 языках? Да. Он на якутском, на эвенском и на русском. Ну, было очень интересно, меня очень порадовали ребята, которые подошли в костюмах таких. Ну, Даша у нас стилист, шьет, поэтому мы можем оценить сложность. Презентовали такую замечательную книгу «Мифы и легенды Севера». Книга на 2 языках, на русском и якутском. В книгу включены мифы и легенды 16 народностей Севера. Мне кажется, обсудили вообще все на свете. Впервые сталкиваюсь с настолько мотивированной аудиторией, которой действительно интересно послушать, интересно развиваться в направлении молодежной литературы и продвижения своего родного языка.